Добрый день, в эфире телеканала НТС Новости, в студии Елена Яковлева. Поездка главы государства в Стамбул оказалась более чем плодотворной. Сооронбай Жээнбеков со вчерашнего дня принимает участие в празднествах по случаю 95-летия Турецкой Республики. Там президент Кыргызстана успел не только посетить открытие одного из крупнейших новых международных аэропортов вместе с президентом Турции Реджепом Таyyипом Эрдоганом, но и провести ряд встреч с другими своими коллегами. Так, на международной площадке Сооронбай Жээнбеков провел переговоры с президентом Исламской Республики Пакистан Арифом Алви. Оба политика обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества и развития партнерских отношений. Глава государства Сооронбай Жээнбеков принимает участие в мероприятиях, посвященных 95-летию основания Турецкой Республики. Праздничная программа в честь дня основания страны проходит в городе Стамбуле. Туда, напомним, президент отправился накануне по приглашению своего турецкого коллеги Реджепа Таyyипа Эрдогана. По случаю торжеств в Турцию съехалось немало высокопоставленных гостей. В этой связи Стамбул в эти дни стал площадкой для многочисленных встреч. Так, глава нашей республики накануне вечером встретился с лидером Исламской Республики Пакистан Арифом Алви. Лидеры двух государств обсудили вопросы расширения сотрудничества в экономической, торговой, гуманитарной и культурной сферах. Обсудили президенты и вопросы защиты прав и интересов кыргызстанцев в Республике Пакистан, в том числе и обращение гражданки Альчиевой, которая, выиграв все суды в Пакистане, вот уже 4 года не может вернуть своего сына, похищенного ее мужем, гражданином Пакистана. Ариф Алви пообещал, что возьмет под личный контроль эту ситуацию. Кроме того, пакистанский лидер предложил открыть прямой авиарейс Бишкек-Исламабад, а еще организовывать встречи бизнес-делегаций обеих стран. По его словам, такие меры могли бы поспособствовать увеличению товарооборота между двумя странами. Позвольте еще раз поздравить вас с избранием на пост президента Исламской Республики Пакистан. Еще позвольте поздравить вас с успешным проведением выборов в Национальную ассамблею Пакистана, которые состоялись в этом году в июле месяце. И мы, Кыргызстан, придает очень важное значение всестороннему сотрудничеству с Пакистаном. И мы всегда стремимся к этому, чтобы работать с вами по всем направлениям. По итогам встречи президент Сооронбай Жээнбеков заявил о готовности и дальше продолжать намеченный курс в отношениях с Пакистаном, в том числе в рамках председательства нашей страны в Шанхайской организации сотрудничества в следующем году. Ариф Алви пригласил Сооронбая Жээнбекова в любое удобное время посетить Пакистан. В этот же день Сооронбай Жээнбеков принял участие в церемонии открытия третьего международного аэропорта под названием «Аэропорт Стамбула». Начало деятельности этого воздушного хаба стало самым ожидаемым и самым главным подарком для республики. Сообщается, что новый аэропорт займет свое место в числе крупнейших аэровокзалов мира. Сооронбай Жээнбеков вместе с главой Турции Реджепом Таyyипом Эрдоганом, первой леди Турции Эмине Эрдоган и прочими официальными лицами различных стран на специальном транспорте проехал по залам аэропорта и лично опробовал некоторые услуги аэровокзала. Сабина Дамаскина, Бакыт Кашалиев, НТС. Задержанный Икрамчан Эльмиянов тесно и активно сотрудничает со следствием. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ, подчеркнув, что расследование по делу Эльмиянова проводится всесторонне и объективно. Эту информацию Госкомитет распространил в ответ на обнародование социал-демократической партии переписки с ГКНБ об Икрамчане Эльмиянове. Напомним, в СМИ СДПК опубликовало письмо, в котором Госкомитет просит предоставить информацию о поступлении после 8 августа этого года от Икрамчана Эльмиянова или иных лиц 150 тысяч долларов в поддержку деятельности партии. В документе говорится, что в ходе следствия установлено получение этих средств Эльмияновым от ОСО «Дизелькомплект» в качестве спонсорской помощи для деятельности партии. Очередной судья подозревается в соучастии в коррупционной схеме. Речь идет об Эрнисе Чуткараеве, председателе Октябрьского районного суда, на которого жалобу в дисциплинарную комиссию Совета судей подал Верховный суд. В ней указывается, что Чуткараев подозревается в сговоре с судьями районного суда, присваивавшими штрафы, которые взимались с водителей, нарушивших ПДД. Сообщается, что были случаи, когда заседания по таким делам проводились формально, без присутствия самих нарушителей. И есть подозрение, что вместе с судьями в деле замешаны и сотрудники Управления обеспечения безопасности дорожного движения Бишкека, которые возвращали со штрафстоянок машины водителям.
Гидроэлектростанция Камбарата-2 остановлена. Об этом сообщили в ОАО «Электрические столбы». Никакой аварийной ситуации на объекте нет. Гидроагрегат работает, однако затвор на конструкции сильно заилен, из-за чего его невозможно открыть. В данное время специалисты убирают заиливание. Закончить работы по очистке планируют до конца ноября. Они отмечают, что по течению реки Нарын выше этого объекта нет других гидроэлектростанций. В этой связи илистые наносы скапливаются у плотины Камбаратинской ГЭС. Ее мощность составляет 90 мегаватт, потому установка станции на внутреннее потребление электроэнергии не повлияет. Есть новости по поводу другого гидрообъекта – Верхненарынского каскада ГЭС. По данным российского информагентства «Финам», компания «Русгидро», которая изначально занималась строительством станции, решила продать свою долю в совместном предприятии ЗАО «Верхненарынский ГЭС». Решение принято на заседании Совета директоров Русгидро. Ни сроки, ни цена сделки пока не называются. Напомним, ранее этот один из крупнейших российских энергохолдингов подал иск в арбитражный суд в Гааге с требованием взыскать с Кыргызстана 37 миллионов долларов, которые потрачены им на строительство вахтового городка до того, как кыргызская сторона решила расторгнуть соглашение о создании предприятия в 2016 году. Вскоре не придется искать десятку в кармане или кошельке, передавать оплату или ждать сдачу при проезде на общественном транспорте. Столичная мэрия планирует ввести электронное билетирование. Тендер на переоборудование общественного транспорта проведут уже в ноябре. Устройств для снятия средств со смарт-карт планируется на 160 троллейбусах и 120 автобусах. Для пенсионеров на карте ежемесячно будет 60 бесплатных поездок. Для школьников эти 60 поездок будут стоить 200 сомов, а вот для студентов 350. В мэрии полагают, что такая система позволит поднять сбор денежных средств до 500 миллионов сомов в год, в то время как сегодня эта сумма не превышает 190 миллионов. Директором школы в Кыргызстане сможет стать человек не старше 65 лет. Такое возрастное ограничение хотят закрепить в Трудовом кодексе. Депутаты уже обсудили предлагаемые поправки в профильном комитете. Как выяснилось, такие ограничения существуют для госслужащих, ректоров вузов и депутатов. Нет их только в отношении руководителей учебных заведений среднего образования. Такие меры повлекут за собой естественную преемственность кадров. К работе будут привлекаться более молодые директоры. В данное время молодые педагоги не видят для себя перспективы возможного карьерного роста и потому уходят в другие сферы, отмечают инициаторы этих поправок. На этом у нас пока все. Смотрите наши последующие выпуски. Я же с вами прощаюсь. До свидания.